утро, Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, как ни странно, я сегодня не с кухни веду, наверное, начинаю свой влог, как видите. Утро начала я, ну, как обычно, с утреннего намаза в 5 утра и с тонометра, как вы видите. Что-то вот несколько дней у меня уже барахлить со здоровьем, хотя я слышу, что у многих давление подскакивает, хотя у нас очень эти 2 дня точно солнечно. Вчера и позавчера было ясное солнышко. Помните, когда я сажала хризантемы, было пасмурно, а вот на второй день и вчера было очень хорошо как-то. И поэтому, вот не знаю, вроде бы и не должно быть давление высокое, но все было высокое. И вчера еще я была на похоронах, там тоже у нее был инсульт, тоже давление. Тоже бедная женщина перенервничала, что у нее как бы у соседки тоже поднялось давление, приехала скорая, и на фоне этого она тоже перенервничала, поднялось у нее тоже давление. Не знаю, какие-то перепады давления. Да и с девочками вот мы общались в группе тоже. Некоторые говорили, что у них высокое давление. Ну вот как-то так, друзья. Вчера после похорон тоже не то было. И у меня на кухне идет ремонт, как вы знаете. Но сейчас он на данное время идет глобальный. Там черти что творится, снимать уже невозможно, потому что все отодвинуто, раздвинуто. В принципе, все в пыли. Ну ладно, сейчас пойду на улицу уже потихонечку. Не надо сегодня ехать. Так, сегодня я, как видите, уже одну стирку пока, ну, она со вчерашнего дня висела, сняла, подровняла, погладить не успею. Вторую стирку развесила уже. Как видите, нигде у меня нет ковров. Сегодня приедет химчистка, заберет ковры в чистку. До сих пор у меня не получалось их почистить, если честно. Вот, ковры со всех вот этих 3 комнат, ну, ковры, ковролины, это все сегодня забирает химчистка. Обещали приехать, хотя меня не будет дома, но сегодня Джабраил дома. Вот такие вот дела, друзья. И поэтому нет ковров, и хоть и вчера я мыла полы, но вот как-то все равно видно, что вот именно вот этот вот ламинат, вот в этой комнате ламинат, вообще хоть сухой ногой становись, хоть влажной ногой становись. Ну, если ты, конечно, не в тапках, то следы остаются. А мальчики, как всегда, эти тапки забывают в любой комнате, в которую они зашли. Мальчики, как всегда, мальчики. Так, ну что еще вам показать? Нужно мне пересаживать срочно цветы. Видите, горшки маленькие для них, цветы уже большие. Надо покупать горшки, никак руки не доходят. Не жалуюсь, не то, что руки не доходят, никак финансы не могу отделить, честно признаюсь просто. Но не думайте, что это жалоба, прям, ну, какие деньги на горшки, но все-таки не получается мне их отделить. Друзья, вы знаете, что я с вами говорю всегда на чистоту. Так, это дегидратор. Как видите, мне надо положить яблоки, сушить там. Друзья, это очень хорошая вещь, этот дегидратор. Я высушила немножко яблок, сливы, вишню и черешню, что мы сушили, почти все съели. Вернее, даже я сама съела с чаем. Очень вкусно. Так, хотела показать розочку, но она отцвела, пока я ее показывала. Помните, я ездила к сестре на Маулид. Она у нас большая любительница комнатных цветов. Вот она подарила мне, моей снохе, ну, братовой жене, и моей племяшке, вот нам троим по цветку роз. Китайская роза же, да? Вот, это мне красную, ей желтую. Вот такие розы. Два цветка уже было, но видите, у меня в комнате, как только сделали вот эту вот террасу, в комнатах не очень-то приживаются цветы. А так у меня их очень много было. Ну вот, извините, что полы не очень чистые. Вот такие вот дела. Ну, пойдемте. Пойдемте. Кухню я вряд ли буду показывать, потому что там такой бардак. Ой, как хорошо, свежо, мои хорошие. Сегодня будет такой небольшой влог. Болтовни, наверное. Так, покупала я лук 2 дня тому назад, сеточку. Ну, сеточку, я точно не помню, сколько там килограмм было.
положила высушить. Видите, сколько было гнили. Это вот гнилой лук. Ну, уже пора его, он подсох. Полежал несколько дней, подсох, пора убирать. Хочу вам... Вчера я ездила на похороны, ну, в Куртат, где я жила, выросла. И не взяла с собой этот телефон. Я снимаю с одного телефона, а пользуюсь другим телефоном. И вы не представляете, как хорошо было видно эти горы. Я так пожалела. Была солнечная погода, гор было видно очень хорошо. Так, у моего сына сломалась машина. Видите, в каком состоянии она на него стоит. Вчера мучился полдня, потом уже начал мне в кухню ремонт делать. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас, не знаю, сейчас только 6 часов утра. Расскажу вам, что я собираюсь делать. Ну нет, не видно. Так красиво, хоть и... Вот сейчас вот смотрю в телефон, гор практически не видно, а на его они видны. Но скоро будет солнышко, и я посмотрю, постараюсь поснимать. После как выйдет солнце, еще солнце не вышло, поэтому не видно их хорошо. Такая прелесть. А вчера я прям вот ехала, всю дорогу любовалась этими горами. Хоть и живу возле гор, ну, и каждый день их вижу, но тем не менее не устаю ими восхищаться. Как бы. Это красота. Вот так вот, друзья. Вот мои петухи перекликаются с соседскими петухами. Вот такие вот дела. Столовая гора, вон, если вы видите. Вот так вот. Ну, погода, мороза как такового у нас нет, но где-то до 0 доходит. Поэтому цветочки мои, как видите, ничего, вроде бы нормальные. Так, сегодня попрошу Ибрагима, чтобы он мне сюда насыпал листву, которая там у меня опала. Просто, ну, у меня некоторые обстоятельства были, друзья, что мне как бы немножко было не до цветов, ни до чего. Немножко подрастроилась, скажу вам так честно. И это давление эти 2 дня меня очень беспокоили. Так, как он назывался у меня, цветок, который я сажала, не помню. Один сохранился, второго что-то я не вижу. Это здесь в палисаднике, как видите. Это мне сделали вот такую вот канавку. Дело в том, что, как я говорила, отсюда сточные воды, которые, ну, после дождя, они вот сюда вот у меня стекали. И тут даже тюльпаны, которые у меня были посажены, они просто сгнили из-за того, что постоянно текла туда вода. Но мне сейчас сделали эту хорошую бороздку, вчера вырыли, чтобы вода туда не стекала. Видите, я еще не срезала цветы. Ну, я, наверное, срежу их чуть-чуть попозже, срежу все-таки. Но сегодня мне просто нет времени. Я сегодня еду на свадьбу, друзья. Еду на свадьбу к своей двоюродной сестре. Видите, как листочки пожелтели. Вот отсюда заставлю собрать цветы Ибрагима. Ой, цветы говорю, листву. И под этими хризантемами положить. Еду сегодня на свадьбу к сестре в Чечню, друзья. Помните, кто со мной давно, знает, что у меня одна моя сестра замужем за чеченца. И вы ее видели у меня в гостях. Сегодня у нее выходит дочка замуж. Вот едем туда. Мне нужно к 8 часам уже быть у своих племянников. Еду я с ними, со своей снохой, с племянниками. Моя сестра сегодня не смогла поехать, ей тоже со вчерашнего дня что-то не здоровится. Вечером созвонились, она говорит, я не смогу поехать. Так что вот такие вот дела, друзья. Будем, как говорится, жить, сколько нам отведено. Но жизнь настолько коротка, что не стоит ее, мне кажется. Не буду говорить, что это прям такие умные вещи, это все знают, но тем не менее. Не настолько жизнь длинна, чтобы тратить ее на скандалы, на какие-то разборки, на какие-то неприятности, на какие-то мелочи. По большому счету, иногда мы начинаем спорить, говорить, доказывать друг другу что-то, а это настолько мелочно и настолько банально и настолько не нужно, что это мы начинаем понимать только потом.
что не стоило этого делать. Но сказанное слово уже не вернешь. Расстроив человека, практически ты и сам, наверное, расстраиваешься потом, а зачем мне я это сделал. Но, но это происходит в нашей жизни. Мы будем как бы учиться на своих ошибках, мне кажется. Будем друг друга прощать, я надеюсь. Я прощаю всех, кто мне, может быть, умышленно, неумышленно, но сделал неприятное. И отпускаю, и прощаю, и желаю просто даже, желаю удачи, желаю здоровья этому человеку, хоть бы кто бы это ни был. Не думайте, что я сейчас говорю о подписчиках, о каких-то комментариях. Нет, мои дорогие, у меня очень хорошие подписчики, у меня очень хорошие комментарии, даже не подписчики, у меня очень хорошая семья и друзья. Ну и все, наверное, друзья, сегодня вот так вот. Сейчас посмотрим, может быть, я вам еще чего-нибудь до поездки моей поснимаю, может быть, успею что-то снять на кухне, но полный ракурс кухни снимать это что-то страшное, признаюсь вам честно. Вчера легла, я легла где-то в 11 часов, а Джабраил еще замазывала эту стену. Так, друзья, вот не хотела вам показывать, но все-таки решила показать. Вот что творится у меня на кухне. Покажу вам мой бардак. Снимать на этой кухне, как видите, ничего не получится. Везде стройматериал, везде, смотрите, что творится на полах. Ну, как я сказала, я вчера легла, и он еще тут замазывал эти стены. И вот, сейчас, это витаминчики, которые я пью. Сейчас вам покажу каждое утро. Вот, их мне присылала, если вы помните, одни присылала Галя, это, по-моему, купленные у нас здесь. Вторые, что присылала Галя с Майами, я уже выпила. Вот такой вот у меня бардак. Вот. Все тут в таком состоянии, как бы. И представляете, вот на эту стену ушло 10 мешков этого Ротманта. Вот он накладывал и наложил вот столько вот всего. Так, тут у меня старший пьет кофе, сидит. Так, на свадьбу мы едем, по-моему, вдвоем с ним. Может быть, посмотрим еще, может, Ибрагима с собой заберу. Сейчас я быстренько приготовлю завтрак и что-то на обед. И нам надо быстро ехать. Вот, короче говоря, не хотела, но все-таки показала кухню. Что творится на кухне? Представляете, что творится на полах? Это что-то. Ну вот, что я решила сегодня для них сделать на обед, прежде чем уехать. Что-то сварить не успела вчера. Хотела борща сварить, но не получилось. Я сделала в холодильнике как бы ревизию вчера. Нашла вот эти вот не куриные, а гусиные желудочки. Когда-то еще, когда я резала гусей. Я их, конечно, отварила сначала, чтобы они были мягкие. Тем более маме они уже очень хорошо в смысле, сварились. Теперь добавлю лучка, картошечку, так лучок прожарится. И сразу же, как видите, буду делать кашу маме. Мальчики уже поели яичницу, я не стала снимать. Хочу просто сделать сегодня ролик. Потому что я вам обещала, что мой каждый день буду выкладывать, но обещание свое не сдержала как бы. Ну все, сейчас пускай потомится, пока лучок. Побыстрее. Друзья, закинула картошечку. Уже сварилась, прожарился у меня лук. Закинула картошку. И теперь, пока я буду одеваться, он у меня прожарится. А тут я вот все уже варится кашка. Так, вы не обращайте внимания, что у меня, видите, и там еще, ну, везде идет ремонт, мои дорогие. Так что, конечно, у меня сейчас и на плите не очень-то чисто, и в комнате, не в кухне не очень-то чисто. Так, ну, кашка у меня быстрого, ну не быстрого, но минуты 2-3 только нужно, чтобы она поварилась. Вот такие хлопья, поэтому она быстро готовится, на быструю руку. Сейчас маму покормлю и быстро одеваться. Я думала, когда выскочит солнце, ну, выйдет солнце, то горы будут видны лучше, но, видите, горы наоборот. Там, скорее всего, утренний туман.
Вчера днем так было хорошо видно. Я пожалела, что для вас не сняла, но вчера было какое-то... Хоть я и на горы обратила внимание, но вот, не знаю, немножко они в снегу, так красиво все. Может быть, еще по дороге, когда буду ехать, может быть, рассеется там туман. Сейчас быстро пошла, мои хорошие, одеваться. Друзья, собралась я на свадьбу, как видите. Во всем, что вы меня видели, ничего у меня нового нет. Ну, поехали. Уже подъезжает такси. Наверное, на этом я свой ролик, скорее всего, закончу и его запущу, просто чтобы побывать с вами, чтобы вы знали, что со мной все хорошо. А то уже девочки начали спрашивать, почему не выходишь на связь с нами. Я даже по WhatsApp с многими девчонками не общалась. Ну вот как-то так, друзья. Сегодня, как я сказала, погода очень хорошая. Ну, может быть, еще и по дороге вам снимаю, еще пока не прощаюсь. Как-то так все равно. Засветим тебя. Передай привет моим подписчикам. Так, это вы ее уже знаете, наверное, все-таки да? На свадьбу, да. Брата, жена моего. Сейчас поедем уже. Клематис у нее вовсю цветет. Она и не знала, что он клематис, пока мы ей не сказали. Он как искусственный, да, Кирджу? Мне очень он нравится, действительно. Да, девочки, надо будет мне его посадить. Понравился мне очень. Как будто действительно искусственные цветочки такие. Ну все, друзья, мы поехали. С племянником. Вот на такой белой машине поехали. Куда он делся? Все мои нервы уже сожрал. Ну все, а дальше будет уже в новом ролике, наверное, у нас. Еще раз поздороваешься в новом ролике.